Друзья, всем привет! Меня зовут Вильдан Исянгельдин. Я являюсь директором акселератора студенческих проектов Акмолинского университета, а также региональным экспертом конкурса молодежных проектов Республики Башкортостан. И сегодня в рамках нашего общения мы поговорим о таком уникальном явлении, как социальное проектирование, которое становится все более и более популярным в нашем регионе, а также во всей стране. Итак, в рамках сегодняшнего нашего общения мы построили такой интересный, как мы считаем, мастер-класс, который назвали как «7 шагов успехов», 7 шагов к успеху, в рамках которого мы последовательно пройдемся по основным критериям, по основным постулатам такого понятия, как социальный проект. Итак, что же такое проект? Я уверен, что каждый из вас сталкивался с данным термином и неоднократно, потому что так или иначе, не задумываясь даже об этом, мы убеждены, что проект — это и наша жизнь, и наша работа, и наша учеба, и наша семья. И все, что мы делаем ежедневно, является проектом нашей жизни. Но рассматривая в нашем мастер-классе понятие проект, мы постараемся донести до вас основное его понимание, основную терминологию, чтобы вы запомнили это раз и навсегда. Что это такое? Итак, у любого проекта есть свои атрибуты, и в рамках вот именно социального проектирования, да, основные атрибуты проекта выглядят следующим образом. То есть первое, у любого проекта есть своя определенная тематика и определенная цель. То есть без этого действительно никуда, учитывая то, что проектов на самом деле большое количество, и та уникальность, которая представляет ваш проект, будущий, возможно, да, или действующий, является той составляющей, которая выделяет его на фоне других. Любой проект ограничен во времени, то есть он не может длиться бесконечно. Обычно средняя продолжительность проекта занимает не менее года, и непосредственно вот именно вот эти сроки заставляют вот именно говорить о том, что проект является представлен, вернее, в той формации, которую мы сегодня представляем. У любого проекта есть своя целевая аудитория, то есть на кого направлен проект. На детей, на подростков, на студентов, на пенсионеров, на работающую молодежь и так далее, и так далее. То есть бывают разные проекты, направленные на общую целевую аудиторию, которая проживает в той или иной местности, но определенная целевая аудитория представляет проект уникальным, потому что проект именно направлен именно на них. Следующее, у любого проекта есть команда, то есть, безусловно, задумываясь о вопросе, что я справлюсь совсем сам, я сделаю это самостоятельно. К сожалению, в современных реалиях такое действие не может быть осуществлено, потому что делегирование является важной составляющей любого проекта. Ресурсы проекта и последовательность проекта — это также два базовых постулата, потому что то, откуда вы берете деньги, откуда вы берете ресурсы и в какой последовательности, в какой календарной сетке выстроено ваше мероприятие, да, в рамках вашего проекта, является той именно составляющей, которая доказывает, что то дело, которое вы делаете, те мероприятия, которые вы осуществляете, представлены в таком понятии, как проект. Итак, что же такое проект, исходя из наших рассмотренных атрибутов? На экране представлено определение, которое вот мы считаем единым для понимания слова проект. То есть это комплекс взаимосвязанных мероприятий, которые нацелены на достижение конкретного результата в определенный отрезок времени и при наличии определенных ресурсов. То есть в одном емком предложении мы определяем основное определение вот данного понятия проект. То есть я вот советую вот это запомнить, записать, возможно, да, и при ответе на будущие вопросы, да, отвечая на будущие вопросы, вернее, вы сможете уже с уверенностью сказать, что это такое. Далее, переходя непосредственно к следующему шагу, который мы называем этапы проекта, мы рассматриваем его с точки зрения начала и завершения. То есть из чего он строится, каким образом выстраивается общая концепция и канва. То есть на экране представлено правило 5П. То есть это 5 слов, которые непосредственно характеризуют вот именно те этапы, которые мы выделяем. Первое — это проблема. То есть для того, чтобы вот вы начали и задумывались о том, чтобы начать реализовывать, начать писать, начать оформлять проекты, для начала вам необходимо определиться с той проблематикой, с той актуальностью, которая волнует именно вас.
волнует ваше окружение, возможно, ваше комьюнити, семью, сообщество и так далее. То есть это такая непосредственная составляющая, которая непосредственно дает начало проекта, вернее, дает ту идею, ту изюминку, от которой вы отталкиваетесь и идете дальше. Дальше вы непосредственно начинаете планировать, каким образом вы будете решать ту проблему, которую вы определили в самом начале своего проектирования. И непосредственно поиск ресурсов. Ресурсы в нашем понимании это не только финансовая составляющая. Конечно, деньги важны, но элементы согласования, элементы поиска партнеров, поиска площадок, поиска спонсоров всевозможных, медиа-партнеров является непосредственной частью любого проекта, который в перспективе хочет быть успешным, возможно, в будущем приносить какие-то деньги, коммерциализация и так далее. То есть вот эти все три этапа, которые рассмотрели выше, да, они приводят к определенному продукту. Продукту, который непосредственно котируется, возможно, и на рынке труда, котируется в вашем окружении, в вашем образовательном сообществе, в вашей в профессиональном сообществе и так далее, и так далее. Ну и последнее – это презентация проекта, то есть как вы будете рассказывать о своем проекте, где вы будете о нем рассказывать, какие источники будете привлекать и так далее. Следующим шагом в рамках вот именно нашего мастер-класса является поиск идеи. То есть где же найти ту идею, за которую мы зацепимся, с которой мы пройдем этот долгий интересный путь. То есть самое важное, прежде всего, это мотивация. Понятно, что можно бесконечно говорить о том, насколько это интересно, насколько это круто и уникально заниматься и реализовывать свои проекты в регионе, в сообществе и так далее. Но самое важное, это, конечно же, мотивация. Что вас именно интересует, что вас волнует, с какими проблемами вы сталкиваетесь ежедневно. О каких проблемах вы говорите и какие проблемы вы могли бы решить своими силами, начиная от создания идеи, заканчивая уже конкретной реализацией. И путь к идее, он действительно строится очень долго у некоторых людей. У некоторых людей действительно это вызывает не такое большое количество времени, но так или иначе. Необходимо в первую очередь проанализировать все то, что лично тебе интересно делать. То, чем ты занимаешься в повседневной жизни. Возможно, это твое хобби. Возможно, это тот образовательный вектор, который ты хотел бы развивать в рамках своей учебы. Если это связано с карьерой твоей и работой повседневной, да, то та проблема, которая тебя волнует на производстве, волнует в повседневной вот так называемой рутине, да, которую ты хотел бы решить, от этого ты можешь и отталкиваться. То есть первый совет – это запиши себе тот пласт проблем, тот пласт таких пробелов, которые существуют, и непосредственно выбери для себя самое интересное. И вот следующий шаг – это выбрать вид деятельности, то есть каким образом ты будешь решать ту проблему, которая тебя волнует. То есть, вернее, в каком формате ты это будешь делать. Это может быть образовательные лекции, мастер-классы, спортивные мероприятия, культурно-творческая программа, мероприятия, связанные со сферами такими, как патриотика, экология, средства массовой информации, межнациональные отношения и так далее, и так далее. То есть тем действительно много. И в каком формате это все делать, это непосредственно зависит только от тебя. Определить проблему, об этом мы уже поговорили частично, да, и непосредственно оценить масштаб и актуальность. То есть это тот пласт, который ты можешь охватить. То есть это актуально ли только на твоей территории, в твоем сообществе, или же с этой проблемой сталкиваются и другие твои коллеги и друзья, которые, возможно, живут в определенном уголке нашей республики или страны, которые, возможно, заинтересуются той проблемой, которой ты решил заняться. Дальше. Шаг номер 5, он самый важный, потому что то, что мы рассмотрели ранее, да, начиная от поиска идей, поиска проблем, ее непосредственно определения, поиск команды и так далее, наводит нас на мысль, как же написать проект, потому что мы можем рассказывать об этом, мы можем говорить об этом, но уникальность проекта, социального проекта в первую очередь, да, заключается в том, что помимо того, что мы говорим, нужно уметь его и оформлять, то есть записывать это все на бумагу с целью дальнейшего его тиражирования. Итак, вот на экране представлено 16 пунктов, они не должны вас ни в коем случае пугать. Это критерии,
Это критерии вот любого проекта, за который вы когда-нибудь возьметесь или с которыми вы сталкиваетесь. Те проекты, которые вы встречаете в повседневной жизни, все они проходят по вот этим пунктам в плане вот их оформления, начиная от названия проекта, заканчивая краткой аннотацией. Укладываясь в дедлайны и лаконичность нашего сегодняшнего общения, я буквально тезисно раскрою каждый из них, то есть начиная от названия проекта. Название проекта, естественно, то, как вы его назовете, зависит исключительно от вас. И советую максимально это делать лаконично, исходя из современных трендов, реалий и так далее. Команда проекта — это также немаловажный пункт. Недостаточно просто написать, что проект буду делать я, Петя, Катя и Ваня. Вы должны прописать максимально четкие регалии этих людей и конкретный функционал в рамках вашего проекта. География проекта — это то, где вы это делаете. Это может быть определенный муниципалитет, город, республика, несколько республик, межрегиональный уровень или всероссийский. То есть это важно понимать. Если вы делаете в определенном городе свой проект, не нужно писать, что вы это делаете в целом регионе, потому что вы регион охватить не сможете. Дальше. Сроки реализации проекта — это то, о чем мы говорили, ограниченность во времени. То есть у проекта есть конкретная дата начала и конкретная дата завершения. И вот это также важно понимать. Проект — это не 1 и не 2 дня. Это конкретная подготовка, реализация и завершение. Исходя из этих трех пунктов вам важно понимать вот именно вот этот дедлайн, вот эти сроки вашего проекта. Актуальность проекта — это вот то, что мы также ранее раскрывали. Это та проблематика, с которой вы сталкиваетесь. И насколько вы ее опишете грамотно, да, чтобы зацепить в перспективе экспертов грантового конкурса или ваших партнеров или спонсоров, вы должны максимально детально прописать этот пункт, начиная от статистики, заканчивая справками из нормативно-правовых актов. Далее, целевая группа — это также конкретный показатель, который вы должны четко прописать. Целевой группой не будет являться просто молодежь, или же студенты, или же пенсионеры. Вы должны конкретно прописать, в каком возрастном диапазоне представлена данная целевая группа и где она расположена. То есть, к примеру, молодежь города Уфы, Республики Башкортостан в возрасте от 14 до 30 лет. Вот конкретная целевая аудитория, которую вы можете охватить. Далее, цели, задачи проекта. Это те термины, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, учебе и так далее. То есть всегда понимаем, что цель — это одно предложение. Цель всегда одна. Задач несколько. Задача направлена на достижение поставленной цели. И цель максимально также детально необходимо прописать. То есть не просто повысить уровень культуры или повысить уровень патриотизма. Это просто предложение. Важно детализировать вашу цель, исходя из такого интересного понятия, как SMART. Я советую изучить это все в источниках дополнительно, да, для того, чтобы понять, как грамотно это все оформить. Ну, непосредственно дальше у нас идут методы реализации, то есть каким образом вы это будете делать. Если у вас есть цель одна, есть несколько задач, которые направлены на достижение, и методы. То есть это практически уже шаги к достижению вашей поставленной цели. Ожидаемые результаты, они всегда разделяются на два таких термина, как количество и качество. То есть в каком количественном показателе вы непосредственно можете достичь проекта. Это все вовлеченные участники проекта, это средства массовой информации, которые вы охватите, вернее, скольким людям вы расскажете об этом проекте, сколько волонтеров вы к себе привлечете, сколько партнеров, сколько спонсоров и сколько, например, даже дней будет идти мероприятие. Все это количественные показатели. А что касается качества, это все положительные изменения, которые вы можете произвести в рамках реализации вашего проекта. То есть это повышение, это улучшение, это и другие вот такие слова, которые непосредственно показывают положительный эффект. Далее, мультипликативность проекта — это то, как вы будете развивать проект в дальнейшем. То есть если вы это сделали, например, в одном городе, мультипликативность вам дана на то, чтобы показать, готовы ли вы выходить за рамки этой территории, готовы ли вы распространять положительную практику и так далее. Календарный план — это непосредственно начало и конец, которые непосредственно имеют между собой огромный диапазон мероприятий, которые вы способны включить вот именно вот эту сетку. Смета расходов — это те расходы, те статьи, которые вы планируете в рамках реализации вашего проекта. То есть это те ресурсы, которые вам необходимы, начиная от технических вопросов, услуг специалистов, канцелярской продукции, транспортные, логистические вопросы и так далее, и так далее.
Опыт успешной реализации, где вы показываете непосредственно те компетенции, которые у вас есть у вашей команды, для того, чтобы показать, что вы человек компетентный, вы готовы взять на себя тот груз ответственности для того, чтобы реализовать проект в перспективе. Партнеры проекта и собственный вклад – это те люди, это те организации, те компании, которые готовы включиться в рамках реализации вашего проекта. Это не обязательно должна быть финансовая поддержка, да, в виде материальных каких-то ресурсов. Это может быть как и информационная, так и методическая, так и организационная поддержка в виде непосредственно предоставления аудиторий, площадок, помещений, размещения информации в СМИ и так далее, и так далее. Дополнительная информация о проекте – это все то, что вы хотели бы дополнительно преподнести потенциальным инвесторам, потенциальным спонсорам, экспертам, для того, чтобы показать насыщенность вашего проекта. Это презентации, это письма поддержки, это коммерческие предложения и так далее, и так далее. Ну и краткая аннотация о проекте, это специально мы добавили ее в конце, для того, чтобы показать, что все то, что вы описывали ранее, да, вам необходимо вместить в небольшой топик, грубо говоря, да, чтобы эксперт, который впервые видит ваш проект, мог прочитать его и понять всю суть, все содержание проекта, который вы расписывали выше. Продолжая тематику непосредственно наших шагов, которые мы рассматриваем в рамках нашего мастер-класса, мы переходим к такому интересному блоку, как презентация проекта, потому что это немаловажная часть. Та идея, которую вы придумали, та идея, которую вы оформили, важно грамотно рассказать ее. И у многих ребят возникает вопрос, а как же грамотно это все презентовать? И на экране вы можете увидеть основные блоки, основные критерии, вот именно составление своей презентации, составление того спича, который непосредственно поможет вам рассказать и донести до ваших слушателей основную выжимку от вашего проекта, от вашей идеи. И следующим, завершающим шагом в рамках нашего с вами общения является такой шаг, как работа с источниками, потому что та информация, которая была донесена до вас, предполагает непосредственно поиск материала, поиск методики, методических рекомендаций, поиск сайтов для регистрации на грантовые конкурсы, на мероприятия и так далее. И вот на экране вы можете увидеть основные ссылки на сайты, группы тех ресурсов, которые непосредственно являются сегодня главными в нашем регионе, в нашей стране по поиску инвестиций, по поиску единомышленников, по поиску интересных идей и их дальнейшего транслирования. И непосредственно завершая наше сегодняшнее общение, друзья, мне хотелось бы завершить это такой мыслью, что сегодня социальное проектирование, наверное, это один из самых главных, лаконичных и простых источников для совершенствования своих навыков, своих скиллов и представлен таким интересным социальным лифтом для молодежи, который действительно помогает им добиваться больших успехов и результатов на своей малой родине, в республике и в стране в целом. Есть масса положительных практик, которые показывают, что действительно все возможно, и не только учеба является сегодня таким критерием успешности. Чем больше вы пишете проектов, тем больше у вас идей, чем больше вы их реализовываете, тем успешнее вы становитесь, и тем интереснее и качественнее становится ваше окружение. У меня на этом все. Меня зовут Вильдан. Если у вас есть вопросы, можете обращаться. Всем удачи, позитива, новых идей и свершений.